Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Судья Азими. Здравствуйте. В стране наблюдается прогресс во всех сферах социально-экономической жизни общества. Так, в честь великого праздника 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан во всех городах и районах страны запланировано строительство 28 580 объектов различного назначения. В свете указаний и поручений лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по инициативе председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, в столице реализуется новая градостроительная политика, в рамках которой возводятся деловые, научные, образовательные и спортивные центры, социально-культурные и промышленные объекты, обеспечивающие жителям новые рабочие места и комфортное проживание. Тему продолжит Карим Хайдар. В преддверии 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан во всех регионах страны развернуто масштабное строительство различных объектов. По словам специалистов, из общего объема запланированных объектов, количество которых составляет 28 579, до 1 июня текущего года уже сдано в эксплуатацию 13 285 объектов, что составляет 46,5% от намеченного плана. В настоящее время по всей стране ускоренными темпами продолжаются строительные работы по возведению многочисленных сооружений, а также ведутся проектные работы по строительству новых зданий. Так, только в Душанбе запланировано строительство 4284 объектов. Специалисты отмечают, что из этого объема сдано в эксплуатацию 1794 объекта. Работы по благоустройству и строительству остальных сооружений продолжаются согласно намеченному плану. Очень хорошая. И город красивый, и люди все хорошие. Молодой город. Люди тоже хорошие, все хорошие, без проблем. Светы тоже. Ну, разные дороги чистые и все. Погода все хорошие. На дорогах все чисто. Хороший город. Таджикистан, Бабиш. Дмитрий Степанищев. Я родился здесь в 1970 году, потом переехали в Россию с родителями. Вот. Но, так сказать, на родину тянет. Город сильно изменился, появилось много высотных зданий, скажем так, европенизировался, ну, со своим, так сказать, среднеазиатским уклоном. Так, город хороший, чистый, очень приятный. Михаил Степанищев. Я впервые в Таджикистане. Мне город очень понравился. Новые здания, много достопримечательностей, фонтаны, деревья, цветы. Красиво все. Кухня мне тоже очень понравилась. Я готов там плов и манты каждый день есть. То есть мы здесь посетили музеи. То есть было очень интересно. Приятные люди в общении, всегда готовы помочь. То есть по любым вопросам вообще не проблема. Мне тоже очень понравился народ. Там музей мы просмотрели, там очень все хорошо, там в них расставлено. Древняя карта Таджикистана тоже мне очень понравилась. Народ очень хороший, всегда готов помочь, гостеприимный. В принципе, все понравилось мне в Душанбе. Благодаря усилиям и стараниям лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, Таджикистан день ото дня становится процветающим, красивым и развитым. По всей стране строятся дороги и тоннели, малые и крупные гидроэлектростанции, высотные жилые дома, современные школы, создаются новые рабочие места. С каждым годом увеличивается размер заработной платы и пенсии. Мировое сообщество поддерживает инициативы главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона. Повышается международный имидж и авторитет нашего суверенного государства. Таджикистан – самая безопасная и спокойная страна в мире по версии влиятельных мировых институтов. В стране наблюдается экономический и технологический прогресс. Таджикистан стал занимать видное место в мировых новостных сетях. Карим Хайдар, Джавид Низоми, новости.
Сегодня в Душанбе начало свою работу 20-е заседание консультативного совета руководителей архивных служб государств-участников СНГ. Завтра заседание продолжит свою работу, в рамках которой пройдет научно-теоретическая конференция «Архивирование звуковых и кинодокументов в современном обществе. Сложный процесс развития». На заседании приняли участие руководители и представители 8 стран, в том числе Таджикистана, России, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и одновременно участвовал в виртуальном формате представитель Республики Армения. В ходе открытия заседания было отмечено, что Главное архивное управление при правительстве Республики Таджикистан осуществляет отраслевое и межотраслевое управление архивным делом, ведает документами Национального архивного фонда Республики Таджикистан, хранящимися в государственных и ведомственных архивах Республики Таджикистан, осуществляет контроль и нормативно-методическое обеспечение ведения делопроизводства и архивного дела в государственных органах, организациях, учреждениях и на предприятиях, независимо от форм собственности и подчиненности, и несет ответственность за состояние, дальнейшее развитие и совершенствование архивного дела в Республике Таджикистан. Участники заседания отметили, что данная встреча способствует развитию сотрудничества между государствами и одновременно развитию сферы архивного дела в каждом государстве. Участники заседания обменялись мнениями и опытом по вопросам обеспечения сохранности архивных документов, их реставрации и перевода в электронный формат. Было отмечено, что документы, хранящиеся в архивах, представляют собой ценное сокровище, отражающее исторические события, передаваемые из поколения в поколение и служат надежными свидетельствами. Сферой деятельности архива является хранение, комплектование, учет и использование архивных документов. В первом полугодии 2024 года темпы экономического развития Таджикистана были обеспечены на уровне 8,2%, а объем валового внутреннего продукта составил 61,7 миллиардов сомони. Развитие национальной экономики за этот период было обеспечено в основном за счет увеличения объема промышленного производства на 11,5%, сельского хозяйства на 9,6%, внешнеторгового оборота на 29,3% и значительных показателей отраслей. По словам специалистов Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, в первом полугодии 2024 года в стране введено в эксплуатацию 251 новое промышленное предприятие. Создано 1714 новых рабочих мест. Объем производства промышленной продукции составил 22,6 миллиардов сомони, а темпы его реального роста – 11,5%. Развитие промышленности – залог прогресса во всех сферах социально-экономической жизни страны. К другим темам. Сбор урожая бахчевых культур в хозяйствах Гиссара в самом разгаре. Так, в сельском джамуате Мирзо-Турсунзаде города Гиссар, где функционируют более 760 дыхканских хозяйств и 2 общественных хозяйства, идет сбор бахчевых, в том числе арбузов. Труженики стараются внести свой достойный вклад в насыщение внутреннего рынка качественной отечественной продукции. Сбор бахчевых, в том числе арбузов, в хозяйствах сельского джамуата Мирзо-Турсунзаде города Гиссара идет полным ходом, и в настоящее время труженики поставляют свою продукцию на отечественные рынки. В 2024 году земледельцы дыхканского хозяйства 20-летия независимости Республики Таджикистан на площади 6 гектаров земли вырастили добротный урожай арбузов. Всего распоряжение данного хозяйства находится 200 гектаров, которые труженики используют рационально. Кроме того, земледельцы используют качественные семена, своевременно проводят агротехнические мероприятия. В результате ежегодно коллективы хозяйств Гиссара выращивают богатый урожай различных огородных и бахчевых культур. Выращенный урожай арбузов отличаются необыкновенными вкусовыми качествами и высокой сочностью. Мы рады, что вырастили обильный урожай арбузов и теперь реализуем свою продукцию на рынках по весьма доступным ценам. Труженики впервые посадили на этом участке арбузы и теперь довольны обилием урожая. Земледельцы и впредь намерены использовать предоставленные возможности для увеличения посевных площадей для выращивания бахчевых культур, в том числе арбузов. Сбор урожая в самом разгаре. Покупатели приезжают из близлежащих городов и районов и охотно приобретают нашу продукцию, которая отличается высоким качеством. У нас приемлемые цены. Покупатели довольны. Эффективное и рациональное использование воды и земли, соблюдение агротехнических правил создают благоприятную основу для производства богатого урожая различных сельскохозяйственных культур.
труженики города Гисара в сотрудничестве с учеными-аграриями, проводя научные эксперименты, принимают меры по повышению продуктивности орошаемых земель и оказывают содействие в деле обеспечения продовольственной безопасности страны и изобилия на отечественных рынках. Карим Хайдар, Зухро Самадова, новости. Уважаемые телезрители, это были все главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.